Илья, в чем это их значение для мира, этих выборов, конкретно вот этих, да, Трамп-Байден? И кто, на твой взгляд, на данный момент имеет большие шансы? Ну, правда, еще дебаты будут в 4 утра сегодня по киевскому времени. Но вот на данный момент. Тебе слово. Ну, значение выборов, конечно, очень большое, потому что Америка — это, безусловно, лидер современного мира, хотя ее догоняет Китай, но тем интереснее, что называется. Но все равно это самая мощная экономика, это самая мощная армия, это страна с наибольшим глобальным присутствием. И поэтому то, что происходит в Америке, оно влияет на всех. И Трамп и Байден как раз это два совершенно разных подхода к, прежде всего, международной политике. Трамп изоляционист, Трамп человек, который выступает за безусловную гегемонию американских, причем прежде всего экономических, а не политических интересов, все старается перевести на деньги. Мы знаем, как он подходит к вопросу о НАТО, то есть мы знаем, как он подходит к вопросу о международных договорах, которые до этого там многие годы создавались. У Байдена позиция принципиально противоположная. Да? Я не скажу, что он интервенционалист, да, то есть, но в любом случае это человек, который очень много в своей жизни занимался именно международной политикой, он ее понимает, он ее знает, он любит этим заниматься и дальше. И поэтому, конечно, поведение Америки при Трампе и поведение Америки при Байдене будет совершенно разным. Ну и про шансы. Вторая часть вопроса. На данный момент, как они выглядят, на твой взгляд? Ну, ты знаешь, что на данный момент шансы, я бы сказал, это как вероятность встретить на улице динозавра 50 на 50. Это, Либо это у встречу, либо не блондинки. Это встречу. у блондинки, когда Да, задают да, вопрос. да. Но ты же не Ну вот блондинка, да. на самом деле, поскольку я в данном вопросе честный эксперт, вот я говорю честно, что шансы 50 на 50, потому что я считаю, что у Трампа существенно более предпочтительны шансы победить по итогам голосования 3 ноября. Я так говорю, потому что в этот заход очень большое количество голосов будет отдано по почте и будет считаться, соответственно, на протяжении какого-то времени. И, как правило, эти люди, которые голосуют по почте, это сторонники демократов. Там на 2/3 или даже на 3/4 это будут сторонники демократов. А, соответственно, у Трампа есть определенная фора, которая не видна на социологических опросах. А потому что, чтобы Трампу победить, ему надо взять конкретных 6 штатов для победы. Вот сейчас они там вырисовались окончательно. В каждом из этих штатов разброс 1-2%, максимальный разброс Пенсильвании 4%, то вот, скорее всего, вот этой добавки почтовой для Трампа может оказаться достаточным, чтобы он утром 4 ноября объявил о своей победе, а дальше начнется война нервов, судов, силовая и какая угодно другая, у кого будут крепче нервы, у демократов или у республиканцев. Ну вот Саша Сотник сказал, что даже если Трамп победит, ну то есть если Трамп победит, то все равно ему придется становиться более антироссийским, чем на своем первом сроке. И также мы затронули тему Северного потока-2, дополнительных санкций, которые, вот, по мнению Александра Сотника, хоронят этот проект для Путина. Как ты это прокомментируешь? Есть ли у тебя свое видение? Ну, в всех вопросах, которые касаются России и даже в значительной части Украины, исполнительная ветвь американской власти на данный момент практически не играет никакой роли, потому что Конгресс обложил Трампа самыми разнообразными ограничениями, законодательными актами и так далее. Поэтому на самом деле, что там думает себе президент Соединенных Штатов на тему там, Путина и всего остального, вот на данный момент в Америке не имеет вообще никакого значения. Ну, имеет, но очень маленькое. По итогам этих выборов, которые вот пройдут в ноябре, то, что мы можем сказать с вероятностью 100%, что Сенат, который сейчас контролируют республиканцы, там Конгресс контролируют демократы и Сенат республиканцы, Сенат тоже будут контролировать демократы. Это уже можно сказать точно. Там вопрос только с каким счетом. Соответственно, останется Трамп или не останется, с точки зрения каких-то деталей политики по отношению к нашим странам, этого большого значения не имеет. А вот если будет период нестабильности, когда американцы будут заняты своими внутренними проблемами, вот это вот является очень опасной
истории, потому что я думаю, что Путин постарается использовать это время и для того, чтобы то, что они затеяли с Лукашенко, там, конституционную реформу в Беларуси довести до конца, и по украинскому направлению он может совершить какие-то шаги, думаю, не военные, но скорее более внутриполитические, потому что мы видим, какая неустойчивая ситуация у нас во внутренней политике.